Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Завтра Айсен Николаев огласит свое ежегодное послание Госсобранию Илтумен. Какие темы затронет глава? Закончить школу с больше, чем просто средним образованием. Нерюнгринский колледж обучает школьников медицинским специальностям. Приятный подарок в канун Нового года для жителей сел Ленского района. Там вернулись межселенные перевозки. Айсен Николаев огласит свое ежегодное послание Госсобранию Илтумен. Завтра об этом сообщает пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев. В послании Айсен Николаев обозначит стратегические направления социально-экономического развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, озвучит ряд актуальных тем, решение которых потребует консолидации регионального правительства и парламента, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, а также общественности республики. Прямая трансляция начнется ровно в полдень и будет вестись на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, на радио «Тытим» и на страницах соцсетей главы республики. А уже сегодня Айсен Николаев впервые примет участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где планируют обсудить национальные цели России до 2030 года. Это будет первая встреча Госсовета в обновленном составе и формате. Напомним, после внесения изменений в основной закон страны Государственный совет получил статус конституционного органа власти. Национальные цели до 2030 года – это новые ориентиры развития страны, определенные указом президента в июле. На мероприятии планируется также рассмотреть показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц. КАМАЗ, перевозивший топливо, опрокинулся на 28-м километре автодороги Яна в Тампонском районе. По информации пресс-службы Минэкологии региона, машина следовала из поселка Хандыга в село Тополиное. Для осмотра на место происшествия выехали экологи. Выявлена утечка ГСМ, чувствуется характерный запах нефтепродуктов, обнаружены пятна, предположительно нефти. Площадь загрязнения составила более 117 квадратных метров, говорится в сообщении. Отобраны пробы почвы для дальнейшей экспертизы. Далее об эпидобстановке в регионе. За минувшие сутки в Якутии выявили 193 новых случая COVID-19. По информации регионального оперштаба, в Якутске 88 заболевших, в Мирнинском районе 15 случаев, в Нерюнгринском 13, в Алданском 10, 8 человек заболели в Мегино-Кангаласском улусе, 7 в Ленском районе, в Амгинском районе зафиксировали 6 новых случаев коронавируса. В большинстве остальных районов выявили от 1 до 5 заражений COVID-19. 4 человека скончались от инфекции за минувшие сутки. Органы местного самоуправления, сами по себе исполнители непосредственно указа главы Республики Саха-Якутия не допускали собственной интерпретации или разъяснения, или комментирования указа в части как проведения новогодних утренников среди детей, так и корпоративов, которые должны проводить, которые, как правило, по желанию проводятся в общественных организациях. Основная цель указа – снизить количество заражений и не допускать больших групповых заражений как таковых. Это возможно и в той ситуации, когда уже есть сложившиеся коллективы. Поэтому, когда мы говорим об утренниках, об мероприятиях новогодних в школах и в детских садах, то никакого смешения детей в этих группах, как в детских садах при проведении утренников, так непосредственно и школьников не должно быть. Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей. Правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных и массовых заболеваний, уточняется в документе.
Так, расстояние от детских садов и школ до жилых зданий должно быть не более 500 метров. В условиях стесненной городской застройки до 800 метров. Для сельской местности до 1 километра. При этом, если расстояние больше, то должен быть организован транспорт. Учителя и воспитатели должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь личную медкнижку. При нахождении детей в школах и детсадах более 4 часов должно быть обеспечено горячее питание. Тем временем Нерюнгринский колледж обучает школьников медицинским специальностям. При выпуске ученики получают не только аттестат, но и квалифицированное свидетельство младшей медсестры или младшего медбрата. И все благодаря уникальному сетевому взаимодействию образовательных учреждений. Подробности в материале Тамары Игнатьевой. 17-летний Давлет на экзамене продемонстрировал, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Это только часть того, чему он научился за время курсов. Для юноши, который с 5 лет мечтает стать врачом, этот проект стал первым шагом в реализации его давней мечты. Этот курс дал мне, так скажем, жизненный опыт, который мне далее по моей профессии, он мне пригодится. Это небольшое начало хорошего пути, который я собираюсь преодолеть. С 2017 года Нерюнгринский медицинский колледж начал реализацию уникального проекта «Медицина не работа, а призвание». Он направлен на усиление профориентационной работы среди воспитанников детских садов и школьников. Благодаря ранним пробам профессии и уже действующей программе 1,5 года назад стартовал новый проект медицинских классов. Этот проект, который начинался вот просто в виде экскурсий, в виде ознакомлений, он воплотился в такую, знаете, такую программу сетевого взаимодействия наших учреждений, которые начинались с детских дошкольных учреждений. То есть такая схема, мы ее составили, эту схему. Это детские дошкольные учреждения, школа, медицинский колледж и больница. Первыми ласточками, выпускающимися из медицинских классов колледжа, стали учащиеся гимназии номер 2 и школы номер 1. Эти образовательные учреждения были отобраны, так как имели профильные химико-биологические классы. Ребята познавали самые азы медицины и учились помогать людям. Они изучали гигиену, микробиологию, выполняли работы по профессии медицинская сестра по уходу за пациентами. Не только теоретические знания они получили, участвуя в этом проекте, но и практические навыки получены. И, безусловно, вот этот выпуск детей, он несколько другой. То есть чаще всего дети, обучаясь, например, в профильном классе, они меняют свой выбор в дальнейшем, то данная группа детей, ну, они, безусловно, уже другие, и они точно будут поступать в медицинские вузы. Те, кто успешно сдал экзамены, в конце декабря получат сертификат о присвоении квалификации младшей медицинской сестры или младшего брата. Это позволит ребятам в будущем трудоустроиться в лечебно-профилактические учреждения. Также удостоверение будет большим плюсом при поступлении в медицинский институт или колледж. Ну и самое главное, для будущих студентов это может стать хорошим подспорьем. Они могут подрабатывать в медицинских учреждениях. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В первую очередь жилого квартала для работников компании «Колмар» в Нерюнгринском районе введут в следующем году. Сообщается, что на сегодняшний день выполнено обустройство строительной площадки, установлено ограждение, ведутся земляные работы по устройству котлованов нулевого цикла 2 домов на 4 и 3 подъезда. Также заключен договор на присвоение первой очереди квартала к электричеству. Объявлен тендер на строительство наружных сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Всего компания «Колмар» планирует возвести 26 многоквартирных домов, из них 23 пятиэтажных и 3 девятиэтажных. Также подразумевается возведение ряда соцобъектов. Это поликлиники на 100 посещений в смену, детского сада на 220 мест и школы на 420 мест. В Ленске по решению главы района на предновогодний период возобновлены перевозки между селами. С 21 декабря автобус курсирует от районного центра до близлежащих сел. И каждый день он уезжает заполненный полностью. Светлана Балеева подробнее.
Приятным подарком в канун Нового года для жителей поселков стало возобновление межселенных перевозок. Как и прежде, их осуществляет МКУ «Гранит». Действуют маршруты уже более 2 лет по 6 направлениям. Чемча, Артанахар, транзит через Северную Нюев, поселок Дорожный, Бичинча и Мурия. И каждый из них пользуется спросом. Так, например, до поселка Бичинча уехать всегда много желающих. И в этот раз в автобусе заняты все места. В ожидании были этого чуда, и наконец-то автобус возобновил свои рейсы. И я как руководитель, да, я вот очень часто езжу в город, бывает такое, потому что и как депутат, и как руководитель, поэтому приходится часто, и мне без автобуса, честно, было очень тяжело. Сейчас, наконец-то, рейс возобновлен, полная машина народу, все счастливы и довольны. Записаться в очередь жители стараются заблаговременно, чтобы в нужный момент попасть в город и успеть сделать все запланированные дела. Тем более, что на данный момент неизвестно, как будут осуществляться перевозки после Нового года. Все зависит от эпидемиологической ситуации в районе. Решением оперативного штаба Ленского района с 21 декабря возобновлены перевозки по населенным пунктам между городом Ленском, да, и деревнями. И в дальнейшем у нас пока до 31 декабря перевозки будут осуществляться. Дальнейшее, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, как будет развиваться. Рекомендации для МКУ «Гранита» было даны соответствующие, чтобы все санитарные нормы были, чтобы пассажиры сидели в масках, да, и вот эти все санитарные нормы были соблюдены. Напомним, что в связи с ухудшением ситуации с новой коронавирусной инфекцией в районе, межселенные перевозки по решению главы района были отменены месяц назад, чем жители были очень огорчены, ведь для многих автобус был единственной возможностью выбраться в город. Когда не было автобуса, было очень тяжело. Просились, не все брали, это понятное дело, всех водителей понятно, почему не брали, но было такое, что тяжеловастенько было всем. Сегодня жители сел надеются, что межселенные перевозки возобновлены не на предновогодний период, а все-таки останутся на постоянной основе. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Фирменный самолет Почты России еженедельно доставляет в Мирный в среднем от 10 до 15 тонн груза. В основном санки, коляски, велосипеды, памперсы и игрушки. Эти товары чаще других заказывают в интернет-магазинах горожане. А предновогодние распродажи делают товары еще привлекательнее, что приводит к увеличению объема посылок. Подробности в сюжете далее. Зима – горячая пора для почтовиков. Люди закупаются к Новому году на распродажах. В интернет-магазинах ежегодно проходит «Черная пятница» или «Киберпонедельник». Поэтому с ноября число ввозимых посылок увеличивается в разы. Например, их объем в России в 2018 составил более 300 тонн. В 2019 – почти 350. В этом году показатель к концу ноября – более 380 тонн. Для оперативной доставки грузов по Якутии в 2020-м Почта России и авиакомпания «Полярные авиалинии» заключили договор на чартерные рейсы в пиковый предновогодний сезон. Самолеты приходят обычно раз в неделю. Привозят на самолете Ту-204, грузовой самолет. Привозят в пределах 10 тонн, в среднем плюс-минус. Разгружают силами Мирнинского авиационного предприятия, то есть механизаторы погрузочно-разгрузочных работ. На складе временного хранения посылки сортируют и переправляют в почтовые отделения. В алмазной столице их 2. Большая часть попадает в центральное отделение. Дальше посылки отправляются на склад почты, а их получателям извещение о прибытии груза. Срок хранения посылок на почте 15 дней, писем до месяца. За сохранность можно не переживать. Отправления хранятся под наблюдением видеокамер, поэтому вскрыть или украсть незаметно посылку не получится. Анжелика Данилова – оператор центрального почтового отделения. Предновогодние дни считает самыми загруженными. Если у нас в обычные дни было 50 человек, клиентов, то в этот конец года у нас увеличилось до 200. Помимо выдачи посылок и других почтовых отправлений, операторы принимают корреспонденцию, оплату за коммунальные платежи, денежные переводы и другое. Мы заполнили полностью весь штат. У нас на сегодняшний день в центральном отделении связи вакансий нет. Мы полностью заполнили. Ну и в связи с праздничной нагрузкой дополнительной мы выставляем, когда прилетает самолет, дополнительные смены, чтобы полностью все было обработано в контрольные сроки и уже сегодня прилетело, а завтра уже клиент мог прийти и получить. Чтобы не стоять в очереди за посылкой, можно предварительно записаться в почтовое отделение через мобильное приложение.
Также посылку может привезти курьер. Для этого надо оставить заявку на услугу в мобильном приложении или на сайте почта.ру. Стоимость доставки – 100 рублей. Мария Флоренция, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.